в казахском языке есть такой вид приказной формы, когда мы не напрямую приказываем, а через кого-то. То есть в русском языке это, наверное, можно перевести как «пусть он сделает» или «пускай он сделает». Да? Пусть вот этот человек сделает. То есть в казахском языке она будет использоваться с помощью окончания «сын» и «син». Например, «Қарындасың қазанға ет салсын, қонақтарға дайын болайық». Қарындасың, это қарындас у нас сестренка, қарындасың твоя сестренка. Казанга, казан это у нас казан, казанга в казан, на казан, да? В казан. Ет, мясо, салсын, положить. То есть пусть твоя сестренка положит мясо в казан. Да? Например, еще другое. Ол курсын, ал анау турасын. Пусть он жарит, и тот пусть режет. Да? То есть это приказная форма через кого-то. Не напрямую, а через кого-то. Да? То есть третье лицо. Вот. И есть также группа